Здравствуйте! Вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Ишимбайском районе в результате опрокидывания автомобиля оборвалась жизнь водителя. В Карайдельском районе в ДТП погибла молодая мама за рулем, ее ребенок получил тяжелые травмы. В Янаульском районе дорожная авария забрала жизнь водителя. В Кармаскалинском районе в дорожном происшествии погиб водитель. В Буздякском районе после опрокидывания транспортного средства также погиб водитель. В Абзелиловском районе в столкновении легковых автомобилей погибли 2 человека. В Столитамакском районе в результате ДТП 1 человек погиб и 2 несовершеннолетних получили травмы. В Давлеканово нетрезвый водитель совершил смертельный наезд на пешехода. Пьяные лихачи на дорогах республики. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Ишимбайском районе на 4-м километре автодороги Ишимбай-Кинзибулатова Верхнеиткулова 58-летний местный житель за рулем автомобиля Рено Сандеро не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Аналогичная дорожная авария произошла и в Карайдельском районе. На 92-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, лишенная водительских прав, 33-летняя уфимка за рулем автомобиля Mazda Demio не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП женщина за рулем скончалась на месте. Ее 10-летний сын с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. Также в результате опрокидывания транспортного средства в Янаульском районе оборвалась жизнь водителя. На 26-м километре автодороги Янаул-Верхние Татышлы 73-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2121 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По информации пресс-службы ГИБДД Республики Башкортостан, в результате ДТП водитель скончался на месте. Его 36-летнему сыну потребовалась медицинская помощь. И в Кармаскалинском районе на 5-м километре автодороги от Зитарова-Бузовьязы 73-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Нива» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте. Его 51-летняя пассажирка была доставлена в больницу. Еще одно смертельное опрокидывание автомобиля зарегистрировано в Буздякском районе. На 1363-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 28-летний житель Ростовской области за рулем «Лады Приора» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии 23-летний пассажир погиб на месте происшествия. Водитель был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Объятия. Каждый день дарят нам чувство любви, заботы, безопасности. Нам так нужны эти объятия. В Абзелиловском районе в столкновении легковых автомобилей погибли 2 человека. На 4-м километре автодороги Озерная, Кусимовский рудник столкнулись встречные «Лада Приора» под управлением 23-летнего жителя Челябинской области и Kia, за рулем которой находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП водитель «Лады» и его 23-летний пассажир скончались на месте. Женщине за рулем иномарки потребовалась медицинская помощь. Известно, что у погибшего водителя стаж вождения менее 2 лет, а также на лобовом стекле имелась пленка, уровень светопропускаемости которой не соответствовал требованиям ГОСТа. В Иглинском районе была зарегистрирована массовая авария. На 1526-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись 4 транспортных средства. В результате аварии 40-летний житель Ленинградской области за рулем грузовика «Скания» получил травмы. На проспекте Ленина города Стерлитамак столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2115 под управлением 29-летнего местного жителя и мотоцикл «Кавасаки», которым управлял 31-летний мужчина. В результате ДТП мотоциклист был доставлен в больницу. Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел соответствующей категории на право управления им. В
В Стерлитамакском районе произошла смертельная дорожная авария. На 35-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский столкнулись автомобили Opel Astra под управлением 44-летней жительницы Стерлитамака и Джили М. Грант, за рулем которого находился 56-летний мужчина. В результате ДТП водитель Джили скончался на месте. Водителю Opel и двум 12-летним пассажирам потребовалась медицинская помощь. Республиканская госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, иначе могут быть печальные последствия. Так, в Бирском районе в ДТП пострадали 3 человека. На 94-м километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул 18-летний житель Бураевского района за рулем автомобиля «Лада Приора» допустил наезд на лося, который резко выбежал на проезжую часть. В результате дорожной аварии водитель и его 2 пассажира были доставлены в больницу. Сбитое животное погибло на месте. На улице Дорожная города Нефтекамск нетрезвый 22-летний местный житель без прав за рулем автомобиля ВАЗ-21-112 допустил наезд на 80-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате пенсионерка получила травмы. Скрывшийся с места ДТП, водитель был задержан. Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, ведь они создают угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем. В Давлеканово нетрезвый 49-летний местный житель за рулем автомобиля Renault Fluence совершил наезд на 63-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате дорожной аварии пеший мужчина скончался в карете скорой помощи. В Стерлитамакском районе на улице Имая-Насыри, деревни Нижние Услы, 54-летний местный житель без прав за рулем мотороллера «Муравей» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель скончался на месте. Известно, что мотороллер не был зарегистрирован в установленном порядке. Со слов местных жителей, в этот день погибший употреблял спиртные напитки. В Благовещенском районе на 51-м километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись автомобили «Лада Приора» под управлением нетрезвого 21-летнего уфимца и Renault Аркана, за рулем которого находился 57-летний мужчина. В результате ДТП водитель Renault получил травмы. Известно, что он в текущем году привлекался 11 раз за превышение скорости. Тем временем в Буздякском районе на 2-м километре автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово также выпивший 25-летний местный житель за рулем автомобиля «Шевроле Круз» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 20-летняя пассажирка была доставлена в больницу. В республике сотрудники ГИБДД, прокуратуры и Ространснадзора проводят профилактические мероприятия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ходе проверок был остановлен автобус «Форд Транзит» маршрута Уфа-Чишмунь с неисправным рулевым управлением, а автобус «ПАЗ-Вектор» перевозил пассажиров из Уфы в Зубово с тахографом, который не позволял контролировать режим труда и отдыха водителя. Совместную работу продолжили на автодроме с проверкой разрешительной документации и технической оснащенности транспортных средств, осуществляющих обучение будущих водителей. В результате были выявлены нарушения. На некоторых транспортных средствах отсутствовала диагностическая карта о проведении технического осмотра и имелись неточности в путевой документации. В случае неустранения нарушений в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о приостановлении организациями образовательной деятельности. Профилактические мероприятия, направленные на проверку пассажирских перевозок, а также на контроль соблюдения обучающими организациями всех требований в области безопасности дорожного движения, будут продолжены на постоянной основе. 50-летний уфимец приехал в село Коп-Покровка Благоварского района к родственнику. Свой Porsche Cayenne оставил заведенным, чтобы открыть ворота и заехать во двор. Когда мужчина вышел на улицу, машины на месте не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить, что подозреваемый 26-летний житель Благоварского района в состоянии опьянения возвращался домой. Увидев у дома соседей заведенный автомобиль, не смог удержаться. Как оказалось, ранее он уже был судим за угоны.
Мужчина уехал на автомашине в Уфу. Там краденое спрятал на улице Менделеева, а сам поехал на такси к другу, где его уже ждали сотрудники полиции. Оперативники доставили его в отдел МВД России по Благоварскому району. По факту угона возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят. В Уфе задержан курьер, причастный к 22 мошенническим схемам, как ваш родственник попал в ДТП. В ходе оперативной работы сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый 25-летний местный житель. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1 миллиона рублей. Одной из жертв обмана стала 72-летняя женщина, которой позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что ее внучка попала в серьезную аварию, в которой есть пострадавшие. Он предложил прекратить уголовное преследование за вознаграждение. Заявительница согласилась на его условия. К ней подъехал курьер, которому она отдала 130 тысяч рублей. Только после этого она связалась с близкими и узнала, что с внучкой все в порядке. В результате проведения комплекса оперативных разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность курьера и задержали его. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время курьеру предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури Уфы сотрудники ГИБДД провели акцию «Безопасные каникулы». С юными участниками дорожного движения провели беседу о правилах безопасного поведения на дороге, перехода проезжей части, в том числе на велосипедах и самокатах. С родителями же говорили об обеспечении безопасности детей или перевозке на личном автотранспорте и обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде ребенка. Участники акции мелками нарисовали на асфальте различные дорожные знаки и светофоры. На память о встрече автоинспекторы вручили тематические буклеты и светоотражающие значки. Неприятности с автомобилем? Мы решим эти проблемы. Добро пожаловать в Bosch Diesel, в авторизованное гарантийное представительство фирмы Bosch. Опытные специалисты выполнят полную и точную диагностику вашего автомобиля, а затем профессионально устранят найденные дефекты. Мы обеспечиваем надежность. Телефон 8 986 700 1202. Покоряй дороги, наслаждайся свободой, становись успешнее. Автошкола «Беркут». Приходи учиться, стань уверенным водителем. Проектирование, газификация и монтаж котельных, прокладка газовых сетей, водопровода, канализации и теплоснабжения. Компания «Уфа-Строй». Серьезный подход, контроль и качество. Присылайте свои видео на наш телеграм-канал Дорпатруль Уфа, в нашу группу ВКонтакте, на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Будьте предельно внимательными на дорогах, берегите себя.